Уважаемые участники, перерыв на технические детали уже закончился, и мы уже подошли с вами к самой важной и последней части нашего форума. Четвертый блок, он называется «Женщины и политика». Наши интересные спикерки уже в онлайн-формате тоже ждут общения с вами. Но перед этим я хочу еще раз напомнить, что наш форум проходит при поддержке Фонда демократии ООН, Фонда народонаселения ООН, инициативы «Луч света». Инициатива «Луч света» — это глобальная инициатива Организации Объединенных Наций, которую поддерживает Европейский Союз. И инициатива направлена на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Мы еще раз выражаем благодарность за поддержку этого форума. А перед тем, как мы перейдем к следующему блоку, я по традиции нашего форума предлагаю еще раз обратить наше внимание на видео, которое сейчас у вас появится на экране. Саясатта аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрү бирдейби? Айрым учурда бирдей сезилиши мүмкүн. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Кыргызстанда аял киши Роза Отунбаева мамлекет башчысы болгон. Эгер соттор, мурдагы башкы прокурорлор же парламентте дайым демилге көтөрүп келген аял депутаттарды алсак, чындап эле мүмкүнчүлүктөр бирдей туюлат. Бул маселеде баары кынтыксыз деп айтууга болбойт. Мисалы өкмөттүн, министрлер кабинетинин 19 мүчөсүнүн 16сы эркек болсо, 3-ü гана аял. Ошондой эле Кыргызстандын 7 облусунун биринде да ыйгарым укуктуу өкүл аялдардан жок. Жогорку кеңештин азыркы курамындагы 120 депутаттын 20сы гана аял. А бирок гендердик квотаны эске алганда, аялдардын саны парламентте жок эле дегенде 36га жетиш керек эле. Эмне үчүн мындай болууда? Көп учурда аялдардын жогорку кызматтарды ээлөөсүнө гендердик стереотиптер тоскоол болот. Эмнегедир айымдар үчүн жетекчилик кылуу кыйыныраак, ошондуктан чечим чыгаруучу кызматтарды эркектерге берүү керек деген түшүнүк калыптанып калган. Мындай дискриминациялык көз караштар стереотиптүү ой жүгүртүүнүн натыйжасы. Салттык көз караштардан улам аялдар күндөлүк үй жумуштарды жасап, бала багууга көбүрөөк убакыт коротот. Баланы тарбиялоодо болсо, үй бүлөдө кыздардын лидерлик сапаттарын басып келгенин да белгилей кетели. Маселен, назик бол, аял киши болгон соң баарына чыдаш керек деген сөздөрдү дээрлик ар бирибиз бир эмес бир нече жолу укканбыз. Бирок чындыгында аялдар саясий кызматта иштөө үчүн эркектер менен бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек. Анткени алар зомбулук менен күрөшүү, балдардын жана үй бүлөлөрдүн укуктарын коргоо сыяктуу социалдык маанилүү кур системаларды көтөрүшөт. Аны менен катар аялдардын экономикага аралашуусу да маанилүү. Элими изилдөөлөргө таянсак, аял эркектин жөндөмдөрү бири-биринен айырмаланып турат. Ошондуктан алар бирге иштөө менен бири-бирин толуктап турат жана иш илгерилеп, кызматкерлердин айлык акылары өсөт. Гендердик теңдиктин натыйжасында өлкөнүн ички дүң продукциясынын көрсөткүчтөрү да жогорулайт. Аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңейет. Биз саясатта аялдарды колдобосок, социалдык жактан аялуу адамдардын тобун кароосуз калтыруу коркунучу бар. Саясатта бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен гана биз мыйзамдардагы адилеттүүлүккө жана алардын аткарылышына жете алабыз. Шайлоого кел жана тең укуктуулукка добуш бер. Итак, мы посмотрели с вами очень информативный ролик перед началом нашего блока. И в этом блоке мы поговорим с вами о вопросах гендерной политики и важности участия женщин в процессах принятия решений. Перед тем, как представить наших спикеров, я хотела бы вам зачитать небольшую информацию. Да. В последние десятилетия роль женщин в политике неуклонно растет, что нас очень сильно радует. Большинству людей знакомы имена уже экс-канцлера Германии Ангели Меркель и бывшей главы правительства Великобритании Маргарет Тэтчер. И в прошлом году женщина впервые попала на пост вице-президента США, ей стала Камала Харрис. И присутствует женщина в парламентах и правительствах даже дальних стран. К примеру, Финляндия, страна, которая правят молодые женщины. И 34-летняя Санна Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире. Она возглавила кабинет министров Финляндии.
Итак, я хочу также представить наших спикеров. На связи у нас в онлайн формате Атылыр Болотбековна Абдрахматова. Она является юристом и первой женщиной акыкатчы, омбудсвумен КР. И работала членом Центра избиркома и в статусе заместителя председателя ЦИК КР. И также с нами на связи Эльвира Джергалбековна Сурабалдиева. Она политик, предпринимательница, депутатка Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 6 и 7 созывов. Занимала должность исполняющего обязанности вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Такие важные сегодня у нас гости, спикерки. Я бы хотела начать беседу с Эльвирой Джергалбековной. Эльвира Джергалбековна, вы на связи, вы нас слышите? Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, Эльвира Джергалбековна, мы вас прекрасно слышим. В первую очередь от лица организаторов этого форума хотим выразить большую благодарность огромную за возможность с вами поговорить, побеседовать и за ваше время. Большое спасибо, я тоже рада вас слышать. У нас сегодня на форуме участвуют женщины, девушки из 5 стран Центральной Азии, и у вас есть прекрасная возможность зарядить их своей определенной мотивацией, энергией. И первый вопрос Эльвире Джергалбековне. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло пойти в политику? Встречаетесь ли вы с какими-то гендерными стереотипами? И насколько вам сложно, как женщине, быть в политике? Спасибо. Буквально 3 месяца назад я стала депутатом 7-го созыва, нынешнего созыва парламента Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. То есть это мое второе участие, скажем так, на парламентской площадке присутствие. Это получается в 2015 году, тогда мне было 36-37, тогда я впервые собралась на выборы. Тогда, вы знаете, система Конституции, которая буквально недавно поменялась, да, по новому варианту я участвовала уже как женщина-депутат от одномандатного округа как кандидат. И надо отметить, я на сегодняшний день у нас из 36 депутатов парламента, одномандатников, есть еще 54, я единственная женщина от одномандатного округа. Но до этого я пришла в парламент по женской квоте. Почему я это хочу подчеркнуть? Потому что как раз-таки в 6-м созыве мы активно боролись за то, чтобы на выборах в регионах за женщинами были закреплены квоты. То есть каждая 4-я женщина, которая участвует на выборах, она приходит по квоте. Я также когда-то пришла по квоте в 2015 году. Спустя 7 лет участия в политике я решила попробовать силы по одномандатному округу. Какие сложности? Я думаю, женщины всех 5 стран Центральной Азии, у нас в принципе одинаковый менталитет и в принципе, в общем-то, одинаковые сложности. У нас патриархальное мужское общество не только в политике, в бизнесе и во многих сферах. И каждый шаг, который пытается сделать женщина-лидер, у кыргызов есть пословица «Кызга 40 жерден тыю». То есть для девочек, для женщин 40 ограничений. Да? Я думаю, это в каждой стране из 5 наших центральноазиатских государств примерно такие пословицы и есть, да? В народе говорят. А в политике, то есть это для женщины есть 40 ограничений в жизни, это вот такое древнее изречение. А в политике у нас для женщин, я думаю, 100 ограничений. То есть вас со всех сторон окружает ментальность, вас со всех сторон пытаются ограничить. Естественно, не все мужчины рады тому, чтобы женщины, которые в их окружении, были в активной такой позиции в политических процессах. Сложно ли было? Мне кажется, каждый человек, который приходит на выборы или собирается участвовать в выборах, да, он должен для себя, если мы говорим о женщинах, да, она должна для себя сделать несколько выводов. В первую очередь, это то, что
Ваши слабости, это, наверное, слабости только в ваших глазах, да, или в вашем понимании. В политических процессах, как таковой, в принципе, уже потом не происходит деление по мужскому и женскому признаку, если мы говорим о лидерстве. То есть сейчас век замечательных цифровых технологий, сейчас век интернета, когда девочка, девушка, буквально мы все с этим знакомы, вы за 5 минут можете прославиться, и за 5 минут можете опозориться, да, вот, ну, это я так утрирую сейчас. В буквальном смысле для женщины самое главное – это понимать, насколько ей это комфортно. То есть никто не будет вам простилать дорогу и вести вас за руку первый период времени. Потом вы находите себя в этом поприще и уже делаете для себя какие-то выводы. Для чего вы это делаете? Я надеюсь, сейчас меня слушает очень такое, как раз-таки то поколение девочек, которые думают, пойти ли в политику, для чего мне это надо. Да? В первую очередь вы для себя должны решить, для чего это надо. Для меня это большая ответственность. То есть я сейчас свои 43 года считаю, что я беру ответственность за будущее поколение. И вот каждое следующее поколение женщин, оно должно понимать. В 6-м созыве мы пролоббировали квоты для того, чтобы женщины в регионах, в селах, им были гарантированы места в сельских кенешах. Также в парламенте то, что каждая 4-я женщина, которая приходит, помимо того, что за ней закреплена квота, если женщина уходит, это уже мы прописали в законе тогда, да, что за ней обязательно место резервируется для следующей женщины. То есть до 6-го созыва такого не было. Если женщина уходила, по списку приходил мужчина. Это в 6-м созыве, я считаю, что такие большие достижения за то, что мы боролись. У меня получается отвечать на вопросы? Я как-то больше... Да, спасибо большое. У нас в чате есть некоторые вопросы, я бы хотела их озвучить, пока мы вот свяжемся с Атыр. Так, Айгуль Сакеева пишет: Эльвира Джигалбековна уже родной человек для девочек Медиаказдар Академиясы. И Сайкал также пишет: вы чем-то похожи на Маргарет Тэтчер. Такой был комплимент. И Сайкал также спрашивает у вас, как вы совмещаете семью и работу? Как находите время на... Мне кажется, в наше время человек, он как-то... Поэтому я предыдущей сказала, женщина, которая приходит в политику, это очень сложный процесс. Для себя мы должны делать выводы, что для нас в приоритете. Не всегда получается совмещать и то, и другое, но у меня в парламенте вот и в нынешнем, и в прошлом созыве есть большое количество замечательных женщин, у которых получается сделать все. То есть я считаю, что это универсальные женщины. Я себя совсем универсальной женщиной не считаю. И потом, когда говорят комплимент о том, что вот вы являетесь там Маргарет Тэтчер, мне кажется, каждый человек приходит в ту эпоху, в которой она востребована. И я надеюсь, что сейчас у нас востребованы женщины-лидеры, которые могут быть правильным ориентиром для подрастающего поколения. Поэтому для меня важно быть, наверное, правильным ориентиром. Но зачастую спрашивают, есть ли у вас кумиры? У меня их никогда не было. Я даже не знаю, это правильно или неправильно, да, но я считаю, что мы просто для себя должны понимать, нравится ли то, что вы делаете, и для чего вы это делаете. Давайте следующий вопрос. Спасибо большое. Ну, у нас, мне коллеги подсказывают, что Атыр Булатбековна у нас на связи. Я хочу напомнить... вопрос? Да, я хочу напомнить, что Атыр Булатбековна юрист, первая женщина ККЧ, омбудсвумен КР, работала членом Центризбиркома и в статусе заместителя председателя ЦКР. Атыр Булатбековна, вы на связи, вы нас слышите? Да, я уже вторую сессию сижу, слушаю, очень интересно. Меня хорошо слышно, да? Да, мы вас хорошо видим. Спасибо большое за возможность подключиться. Мне коллеги подсказали, что вы сейчас находитесь не в стране. Нет, я позавчера вернулась, успела. Но я настоящая... Нет, подождите. Я сейчас нахожусь в собственной кухне, как олицетворение того, что можно успевать и
быть мамочкой, быть женщиной и быть лидером, пусть политическим, общественным, как хотите. Это моя кухня. Я прошу прощения за голос, просто немножко приболела, и поэтому я выхожу со своей кухни на эфир. Всех приветствую, всех активных девочек, девушек, женщин. Благодарю организаторов за такую возможность. И отдельное приветствие Эльвире Джалалбековне. На самом деле сейчас у нас получилось время, когда мы вдвоем, она единственная женщина, выигравшая выборы по одномандатным избирательным округам, создающая историю. Я, получается, первая женщина, которая избрана омбудсменом, омбудсперсон, да, акикатчи в нашей стране. И, конечно, от нас, я так понимаю, очень большие ожидания со стороны общества. И у нас у самих большие требования к себе, да, потому что это история, и это новая страница истории мы должны достойно написать, чтобы остальные могли прокладывать путь лидерства женщин. И это было намного спокойнее, добрее, я не знаю, да, намного, может быть, гибче и удобнее для других женщин, да, потому что тот путь, который мы проходим, я считаю, что он не настолько удобный, не настолько комфортный, и на самом деле очень много препятствий, ограничений, клише, стигм и всяких других негативных явлений. Спасибо большое, Атыр Болотбековна. У нас есть вопросы уже в чате. Я хочу их озвучить. Как раз я думаю, что Атыр Болотбековна успела ответить на вопрос нашей участницы, да, которая задала вопрос, как нужно совмещать работу с семьей. И вот наша спикерка как раз-таки вот вышла с кухни, как она уже сказала, и доказала, что вообще, в принципе, женщина, современная женщина может успеть все. Можно, да, я вот здесь коротко еще хотела бы добавить. На самом деле, с этим часто сталкиваюсь, да, я думаю, что Эльвира Джалалбековна тоже такие комментарии, замечания получает часто. Очень часто и мне говорят, да, типа, умеешь ли ты готовить, есть ли там у тебя дети, есть ли муж и так далее, да, и эти некорректные вопросы на самом деле обсуждаются и в стенах парламента, и на официальных встречах, к сожалению, и в соцсетях. И я думаю, что, знаете, это у каждого свои требования. Я вот сейчас к своим 40 годам понимаю, что у каждого свой выбор, каким быть. То есть каждая из нас рождается женщиной, и какой быть женщиной, выбор у каждой в руках. Не обязательно, да, вот соответствовать этим стандартам, высоким требованиям, надо жить своей жизнью, в свое удовольствие, в свое понимание. Есть общие рамки, да, там не убей, не ври, не обмани, не кради, да, вот там, я не знаю, да, не злословить, а все остальное, во всем остальном свобода действия, свобода выбора каждой девочки, каждой женщины, да. Поэтому быть успешной, и обязательно ты должна быть успешной в личной жизни или если строить карьеру. Представляете, даже у меня, да, я над этим очень сильно работаю, надо откровенно признавать, что даже у меня эти стереотипы в голове есть, да, что если получается с карьерой, получается с профессиональным ростом, то личная жизнь, она хромает. Или наоборот, для того, чтобы улучшать ситуацию с личной жизнью, необходимо, может быть, попридержать коней в профессиональном да, росте. Поэтому эти стереотипы, к сожалению, есть. И я боюсь, что они будут. Да? Общество совсем свободно от стереотипов, наверное, не бывает. Ни одного общества в мире нет. И поэтому я лишь хочу сказать, что это выбор каждой девушки, каждой женщины, какой быть для нее идеальной. Да? Это не означает, что все и вся. То есть вот эти стереотипы надо откидывать и свой образ создавать, и образ счастливой женщины у каждой свой. Не обязательно он должен быть там мать, жена, дочь и так далее. Да? То есть, поэтому смотрите, да, то есть я хочу сказать, что неверно с женщины требовать быть, да, вот, успешной и в карьере, успешной и в личной жизни, успешной матерью. То есть однозначно выбор это каждой из женщин быть матерью, не быть матерью, быть женой, не быть женой, быть амбициозной, не быть амбициозной. Каждая выбирает свой путь. Спасибо большое, Атыр Болотбековна. У нас следующий вопрос от Махаббат
Шамсидинова. Она говорит, спрашивает, какова нынешняя роль гендерного равенства в политике в нашем обществе и почему мы должны увеличивать число женщин в политике. Я думаю, это очень такой важный вопрос. Эльвира Джалалбековна, возможно, да, вы могли бы ответить на этот вопрос. Так, все, включили меня, да? Ага. Видно? Да, мы вас видим. Да, Атыра, привет. Атыра у нас замечательная, это не просто профессионал и человек, она очень душевная такая личность. На таких высоких позициях, конечно, в первую очередь должны быть люди с внутренней харизмой. В этом я согласна. Обязательно, что человек, который очень уверен в себе, очень сильный, профессиональный. Насколько вопрос был, можно повторить вопрос? Вы меня да, какова нынешняя роль гендерного равенства в политике в нашем обществе и почему мы должны увеличивать число женщин в политике? Мне кажется, даже вопроса такого не должно быть, почему мы должны. Просто на то есть и выражение равенства, гендерного равенства. Не по нашему законодательству, мы одни из первых в Центральной Азии приняли закон о равных правах мужчин и женщин, где не менее 70% одного пола должно быть на всех, как ключевых, ну вообще на всех позициях на государственной и муниципальной службе. К сожалению, этот закон не исполняется на сегодняшний день, скачут у нас цифры в парламенте. Почему нас должно быть больше? Женщины, мы честнее, мы менее коррумпированы. Это то, с чем лично я сталкивалась по работе за последние 7 лет в политике, находясь на высокой государственной позиции, да, ну и политической должности. Во-первых, когда доходит до тем, которые влияют на нашу повседневную жизнь, это начиная от социальных вопросов, здравоохранения, образования, заканчивая темой коррупции, женщины, мы говорим более открыто, и как-то в нас меньше сговора. Я просто по себе сужу и по тем коллегам, с кем я работала, да, с кем я пересеклась. Мы все-таки более, мне кажется, честнее. И мне кажется, возможно, потому что женщины, они более сопереживают, и они более ответственны в каком плане? В том плане, что женщина там априори мама, априори сестра, она как бы берет ответственность и заботится о будущих поколениях, она несет эту ответственность, мне кажется, она честнее намного, да, потому что чисто мужские политические игры, которые проходят в парламенте, они, конечно, вынуждают женщин, которые приходят по партийным квотам, соглашаться на многие вещи, но в 6-м созыве, в самом начале нас было 20 женщин от разных партий, ну, первые годы, да, и мы договорились, все, что касается семейного насилия, все, что касается вопросов гендера, все, что касается, вот помните, законопроекта по Лахачу, нике с несовершеннолетними девочками, и мы договорились, что эти законопроекты мы не будем обсуждать с мужчинами, мы просто будем выносить их, не оборачиваясь на них. И эти законопроекты прошли только после того, как все женщины объединились. Почему важна женская солидарность, почему важно объединяться? Потому что мужчинам интересны немножко другие темы. Они сильно сопротивлялись, когда закон о семейном насилии в парламенте проходил, говоря о том, что вы разрушаете институт семьи, говоря о том, что ну, слюбится, стерпится, да, все бьют, зачем вмешиваться. А потом на практике так и получилось. Я думаю, сейчас вот Атыра, когда пересекается, она вот очень много ездит по регионам, что, допустим, в маленьком селе, если муж избил жену, есть и милиционеры, которые должны все это предотвращать и отслеживать, они часто не вмешиваются по одной причине, что считают, что это, ну, вот это семейный разборка, это личное дело. В то же время женщина, она не останется равнодушной к насилию в большей степени. Это вот одна часть, другая часть. Все-таки женщины, я верю в то, что женщины, как я уже и сказала, менее коррумпированы. И я верю в то, что женщина, она как бы видит более, ну, в долгосрочной позиции вот к теме развития для будущих поколений, да, для последующих поколений девочек. Она все-таки как-то более сопереживает. Может быть, да, мы более эмпатичны, мы более эмоциональны где-то, но также мы с таким же чувством ко всем этим вещам относимся. Поэтому я согласна с тем, что, во-первых, нужно больше женщин. И я согласна с Атыр, то, что она сказала, да, первопроходцам всегда тяжелее. Но что
в самом начале своей карьеры, я вот помню, да, как когда я пришла в первые годы в парламенте, были мужчины, которые просто подходили и говорили, ну тогда я была на 7 лет моложе: Эльвира, ты же молодая, симпатичная, вот одень там костюм, там возьми там этот, ну как бы, да, и как это вот, если перевести это на официальный, на русский язык, это просто получаю удовольствие от того, что ты здесь находишься. Зачем ты вмешиваешься там? Я влезла в вопросы там земельные, начала вмешиваться, там, расследовать какую-то коррупцию. И вот мне прям с таким удивлением мужчины там вопрошали: зачем тебе это надо? Мол, это сложно, ты до конца не дойдешь. Но в итоге мы до конца дошли, отсудили, вот несколько вот тем таких было. И потом, конечно, в глазах мужчин все девочки, работающие девочки, если мужчина выкладывается на 25%, там, где мужчина выкладывается на 25%, женщине приходится выкладываться на 250%. И, возможно, поэтому большая часть из нас, дам в политике, нам сложно совмещать, допустим, карьеру и иметь там малолетних 5 детей. Сложно быть замечательной супер-геленчек и быть одновременно лидером в политике, потому что мы отдаем больше, и мы переживаем, и, наверное, вкладываемся все-таки, ну так уж, потому что все время ты доказываешь, что ты можешь быть на равных позициях. Вот в этом плане, конечно же, да, сложнее, но и результаты, потому что постоянно несешь ответственность и понимаешь, что девочка следующая, которая придет, ей будет чуть легче, возможно. Я думаю, нашим мамам, бабушкам, которые работали на больших позициях, им было вообще намного тяжелее. Спасибо вам, Эльвира Джалалбековна. Я бы хотела следующий вопрос адресовать Алтырь Болотбековне. Скажите, пожалуйста, вот как вы себя чувствуете в роли, вот все-таки такой высокий пост, как вы себя чувствуете в роли омбудсвумена, скажем так? Какие у вас планы впереди, какие цели стоят перед вами? Ну, учитывая, что я юристом хотела быть с маленьких лет, защищать права, выступать в интересах обездоленных там, или ущемленных, это вот моя стезя. Очень важно, наверное, что я это понимаю, и понимание, кто я такая, слишком рано ко мне, наверное, пришло, да, и это важно, то есть у каждого своя стезя, то есть свой путь в жизни, да, мы почему говорим о том, что мы все не похожи друг на друга, кто-то, на мой взгляд, в этой жизни там хороший медик, кто-то хороший, я не знаю, хорошо готовит, да, и у кого-то хорошо получается разговаривать с детьми и направлять их, выводить их из комплексов и так далее. Вот, а моя стезя это защищать, и мне это нравится. Как у меня сын говорит, я думал, ты станешь, сын как раз так и поддержал, я омбудсманом хотела стать уже несколько раз, и несколько раз также участвовала в выборах депутатов парламента, да, и пока депутатом, к сожалению, еще не избралась, а вот омбудсманом я с 3-й попытки избралась. Это моя 3-я попытка была, и в 2015 году, когда была 2-я попытка, к сожалению, из-за интриг, из-за вот того, что там произошло в парламенте, на самом деле было 51 голос у меня, да, и это уже проходной был, но потом вдруг эта комиссия, которая считала голоса, они сказали, что 5 бюллетеней испорченных, по каким причинам никто так и не сказал, и через день у меня умер отец от сердечного, да, скажем так, приступа, потому что я папина дочка, да, то есть выросла в таком, как бы, пусть в не очень хороших условиях, как и большинство из 90-х, детства, кто провел в 90-х, да, но вот я благодарна отцу, что вот он меня очень хорошо как бы поддерживал, да, и та часть, наверное, того, что нету там вещей, нету денег там, или нету там каких-то продуктов или шоколадок, оно возмещалось очень большой заботой и любовью отца, пониманием, поддержкой, и это сейчас мне помогает, да, и естественно, в этот раз, когда я, тем более учитывая, что осенью не прошла в парламент, на парламентских выборах я баллотировалась по одномандатному округу, и из 17 кандидатов я пришла, конечно, 3-я, да, но не прошла в парламент, и тут уже ближе к весне начали с командой двигать
вопрос того, чтобы избраться с омбудсманом, попытаться еще раз. И мой сын поддержал, да, я сомневалась, но у меня сын, ему 16 будет в этом году, он поддержал и сказал: мама, говорит, ну ты и так, да, 24/7, вечно кого-то консультируешь, вечно кому-то что-то помогаешь, говорит, это твое, иди не бойся. И вот с третьей попытки получилось, и я к чему это рассказываю, чтобы девочки, девушки, кто нас слушает, понимали, да, что да, иногда что-то повторяется, да, иногда что-то не получается с первого раза, но когда ты в это веришь, когда ты понимаешь, что это твоя стезя, а понять свою стезю тоже не всегда получается быстро и легко, да, но вот у кыргызов есть хорошее слово «урну бермит», да, я считаю, что в этой жизни надо попробовать все то, что интересует вашу, а потом вы понимаете, где ваша стезя, где ваше место, и где вы можете быть полезным обществу, людям, да, и самой себе в первую очередь. Поэтому, когда знаешь свою мечту, когда знаешь свою стезю, то, несмотря на какие-то неудачи, ограничения, риски, тот же хейт, да, вот я вижу, вопрос произошел, как вы справляетесь с критикой, да, это все будет. Но, несмотря на это, вы будете продвигаться, и мечта реализуется, да, и самое главное, на мой взгляд, мечта должна быть во благо, да, во благо народа, общества, во благо вообще, как бы, чтобы белая сторона, не знаю, я в это верю, да, чтобы добро побеждало зло, вот самое главное. Конечно, избирается омбудсменшей, омбудсперсон, да, не знаю, хакачи. К сожалению, я не могу назвать себя омбудсвумен официально, потому что, или омбудсперсон, потому что у нас в Конституции омбудсмен так и остался, да, но омбудсперсон, наверное, вернее будет. В планах 7 приоритетов было, и очень большой уклон сейчас переформатируем на аппарат омбудсперсона, да, наш аппарат, и очень большой уклон на социально-экономические права. Я убеждена, это моя позиция, это моя, может быть, гипотеза, это вот то, над чем я буду в ближайшие 5 лет как омбудсман заниматься. Это если люди нищие, они необразованные, их права можно нарушать всегда. Они будут соглашаться, любая мать, да, грубо говоря, если у нее нет денег, ей надо вечером дать ужин детям, она согласится на любое унижение, чтобы получить деньги или получить продукты. Поэтому мой приоритет работы будет, и сейчас мы уже это все потихонечку начинаем, мы должны дать возможность каждому зарабатывать на свою жизнь. Каждый, пока не начнут зарабатывать. А человек, который начинает зарабатывать, он, естественно, заинтересован быть конкурентоспособным, а значит, он будет получать образование. Да, человек, который зарабатывает и образован, он, естественно, от госорганов и от других будет требовать равного уважительного отношения к себе. И тогда, на мой взгляд, мы, может быть, справимся с огромным количеством нарушений прав человека. Да? И я вот на самом деле, пусть это сложно, но призываю всех девочек, всех мамочек, всех женщин, всех девушек, сестер, да, никогда на самом деле, вот сейчас очень сильно идет дискуссия в соцсетях, вы видите, да, по поводу учительницы, избившей девочку в Сузаке, и сейчас со стороны госорганов я осталась одна, которая защищает интересы ребенка. Да, и очень многие поддерживают, говорят, вот девочка там переговаривалась, девочка заслужила. Никогда ребенок не заслуживает насилия, никогда ребенок не заслуживает нарушения своих прав. У нас 18 лет получения совершеннолетия и дееспособности полной не зря в законодательстве предусмотрено, да, во всем мире. До 18 лет, да, никто не, то есть в меньшей степени человек несет ответственность. А если взрослый вступает в отношения с ребенком, при любых обстоятельствах для меня будет виноват взрослый. Поэтому я, конечно, призываю вот остальных тоже подключиться к защите этой девочки, да, ей 14 лет, она подросток, и, не знаю, да, очень, прежде чем как бы принимать решение, очень внимательно, вот, я тоже выслушала всю перепалку, но солидарность проявлять надо, да, тут, конечно, еще и то, что она девочка, и то, что учительница, женщина, и вот такое насилие у девочки, сотрясение мозга, очень много ушибов и на ногах, и на теле, и на голове. То есть до такой степени была избита, да. Поэтому каждый случай насилия, конечно, всегда есть риск, до какой степени мы можем защитить друг друга, но пытаться и не стесняться, наверное, важно, да. Потому что любая женщина, находящаяся в насилии, которая становится матерью, она и детям дает такое понимание мира, что это естественно, что это нормально. Поэтому, пожалуйста, да, вот в моих приоритетах это
в первую очередь борьба с нищенством, чтобы наши женщины, дети получали качественное образование, чтобы могли получить возможность трудоустроиться, создать свое предпринимательство, я не знаю, да, то есть мы будем вот в этом направлении в большей степени работать, чтобы защитить в первую очередь социально-экономические права женщин и девочек, чтобы у женщин, у девочек был доступ к качественному образованию. По статистике, вы знаете, да, у нас образованность, то, что девочки и женщины заканчивают школу и вуз, очень высокий, да, в принципе, статистика государственная. Но, к сожалению, работающих женщин очень мало. То есть, получается, мы получаем образование, выходим замуж, и все. Большинство женщин не работают. А это очень важно, потому что, к сожалению, обратно же статистика и практика показывает, что уже женщина замужняя, там у нее, если, не дай бог, да, там идет дело к разводу, женщина экономически не защищена. Потому что она не работала, сидела с детьми, убиралась дома, готовила кушать, ходила там в гости с мужем, была как бы больше жила жизнью и профессиональным ростом своего супруга. И когда возникает этот конфликт, женщина остается без навыков. И тот диплом, те знания, которые она когда-то получила, они уже не актуальны, у нее уже куча комплексов, она не знает, как идти в мир, и, получается, не может ни себя защитить, ни детей защитить. Поэтому это выбор каждый из нас. Сидеть дома или работать, но при любых обстоятельствах, тем более сейчас с учетом развития интернета, да, информационных технологий, я все-таки призываю любую женщину иметь хоть какое-то хобби, да, любимое занятие, которое экономически всегда будет для нее подушкой, не дай бог, если возникнут какие-то обстоятельства, при которых она должна сама себя защищать, сама себя обеспечивать. Спасибо большое за такой очень развернутый ответ. Да, мы вчера тоже обсуждали вот в блоке женщины в бизнесе, что вот самое главное вот женщине иметь финансовую независимость, да, чтобы вот быть свободной. Так, мне подсказывают коллеги, что у нас есть вопрос, да, и участница или участник, она хочет сама задать вопрос. Давайте мы ее послушаем. Слышно, да? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос в сфере последних событий, развития событий. Вы видели, как там женщина избивала девушку, да? Вы про это сказали. Ну, спасибо за ответ тоже. Все понятно было. Хотела задать вопрос. Вот я сама учительница и хочу продвинуть тему феминизма, потому что в нашем районе про это вообще не знали. Если честно, я сама тоже особо не знала. Ну, поступила в академию и узнала об этом. Вот хотела продвинуть феминизм и учить своих учениц феминизму, да, как бы защищать свои права и все такое. Смогу ли я это сделать? Как общество на это посмотрит? Как другие посмотрят на это? Я хотела задать на этот вопрос об этом. Спасибо, Муслима, за ваш вопрос. Мы, наверное, попросим Эльвиру Джургалбековну, да, ответить на этот вопрос. Во-первых, Муслима, надо для себя сначала разобрать, что такое феминизм. Феминизм в его вариациях и интерпретациях у нас и в странах Запада он немного различается. И восприятие нашим обществом тоже различается. У нас слово «феминизм» пугает наших мужчин. И когда говорят о феминизме, представляют таких радикально, агрессивно настроенных женщин. То, что вы говорите, я думаю, вы сейчас говорите об элементарном, о равных правах, гарантированных Конституцией и законом о равных правах мужчин и женщин. То есть участие, то, что ты можешь позволить себе абсолютно любую профессию, то, что ты можешь позволить себе выбрать, имеется в виду настроиться и выбрать любую профессию, то, что тебя не должны заставлять выходить замуж против твоего желания, то, что Аллахачу кража невест – это противозаконно. И интересный такой момент в этом плане, для примера, да, в Кыргызстане похищение человека – одна статья, кража невест Аллахачу – другая статья. То есть получается у нас невеста не человек, женщина не человек. Почему мы эти статьи разделяем? Вот то, что в парламенте, я думаю, этот вопрос, который мы, естественно, еще будем поднимать, но будет очень тяжело его провести через наших мужчин.
Вот то же самое с феминизмом. Как воспринимают его наши мужчины, как воспринимают его наши женщины. И меня очень сильно расстраивает тот факт, что в регионах как раз-таки, да в принципе и в городе сейчас, Бишкек то же самое, да, многие женщины, они до конца не понимают о том, что Конституция гарантирует их дочерям, и не только их дочерям, их невесткам свободу выбора, свободу жизни, да. И я часто сталкиваюсь с жалобами, которые на мое имя приходят, о том, что вот я в школе учусь, у меня очень много встреч со студентами, со школьниками, да, и там что мальчики, что девочки, когда за них в буквальном смысле им навязывают будущую жизнь, особенно те родители, у которых, возможно, свои мечты не получилось воплотить в реальность, и они считают, что вот дети должны стать там по той профессии, которую они бы хотели видеть, да. Поэтому в этом смысле преподавать вы можете абсолютно, ну, естественно, здесь ограничений нет. Я не думаю, что у нас есть уроки феминизма, но я думаю, что вы в свободной беседе можете, конечно, обмениваться мнениями, своим видением. Что вы понимаете? Рассказывать о том, что согласно Конституции наши женщины и мужчины имеют равные права. Что если она хочет стать космонавтом, у нас вот есть девочка Айдана Турбаева, замечательная наша звездочка, футболист, да, на которую, я думаю, очень много было, когда она начинала футбол, разные реакции. И когда она уже достигла высот, также и у Айсулу Таныбековой, когда она начинала бороться, я не думаю, что у нее была огромная группа поддержки. И посмотрите на ее фанатов сейчас. Валентина Шевченко, наши чемпионки, да. То есть это все, это такой труд, но к этому тоже надо быть готовым. Имеется в виду процесс, то, чему вы обучаете, не просто вот вы разбросали зерна, да, вы должны потом будете сопровождать своих учениц, потому что они будут сталкиваться с непониманием дома. И их будут спрашивать, кто тебя этому учит. И когда к вам придут родители с вопросами, вы должны будете, вы понимаете, это время и эмоции, и как бы энергоресурсы, вы и родителям должны будете, многие наши женщины в возрасте не до конца понимают, зачем этому девочек учить. И когда ты приходишь, беседуешь с такими женщинами, они говорят, ну мне же хорошо, я в принципе ничего не видела, но мне этого и не надо. Поэтому, наверное, может быть, не именно обучать феминизму, а как вот буквально недавно вот фраза от Ираим, которая очень хорошо сказала, каждая из нас уникальна, и каждая должна выбирать профессию, в которой ей будет комфортно. А девочки, которые определяются в профессии, они иногда не знают, мама врач, я хочу стать врачом. Я хочу стать, вот девочка пишет, я хочу стать дипломатом, меня дома не понимают, да, и они сопротивляются, как мне их убедить. Самое главное, вы, наверное, нужно встретиться с теми, кто является дипломатом, кто есть плюсы и минусы каждой профессии. Вот самое главное, мне кажется, вот в правильном понимании вот этих всех вопросов. Может быть, Атыра тоже еще добавит свое видение, но все-таки она у нас дипломированный юрист профессиональный, да, может там и на практике сейчас сталкивается со всеми этими случаями. Атыр, как вы думаете? Я согласна, да. Учительнице никто, муслиме, да, никто не мешает вести разговоры, да, беседы, либо уроки со школьниками, я так понимаю, это школа, по поводу равенства. И на самом деле абсолютно согласна с Ильей Джалалбековной, что феминизм-то изначально это о равенстве, да, то есть мы говорим о равенстве каждого человека перед законом, перед возможностями в жизни. Поэтому, пожалуйста, единственное, конечно, требование у учителей в школах, что в вузах есть свои программы, которые они должны утверждать со своим руководством. Поэтому, смотря это школа или вуз, вы должны это согласовать со своим руководством. По поводу равенства и возможности правовой защиты своих интересов и прав можно вести на классных часах. У нас уже, по-моему, на классные часы как раз отведены темы такого рода, да, и можно это,
я думаю, что если муслима готова этот вопрос поднимать, то я как Ахикатчи, да, как депутат и вот организаторы данного мероприятия, наши независимые эксперты, надеюсь, тоже подключатся, и мы можем посодействовать, пересмотреть вот эти учебные программы и включить туда вопросы гендерного равенства. Они и так должны быть, но насколько они качественно проходят и кто эти вопросы поднимает, обучены ли они сами этому, конечно, большие вопросы. Но, пожалуйста, как учитель вы можете подключиться к движению, повышать свой потенциал, да, свою образованность в этом вопросе. И как педагог вы как раз найдете, каким образом вы можете вопросы гендерного равенства внедрить в свою программу обучения. Вы как раз поймете. Я все-таки призываю к тому, чтобы каждый из нас не бояться учиться всегда. Вот, например, сейчас я цивилист, да, то есть я специалист больше 20 лет по гражданским вопросам, да, больше гражданско-политическим вопросам. А сейчас, как Ахикатчи, мне нужно владеть и защитой психиатрических прав, защитой экологических прав, защитой в уголовном правосудии, да, и вот за эти месяцы я прохожу для самой себя экстренный курс погружение во все виды, возможные виды прав человека, чтобы своевременно реагировать и своевременно помогать нашим гражданам. Поэтому я вот муслиме тоже предлагаю, что не надо нам стесняться, мы все в любой момент своей жизни обучаемся, и вам сперва, прежде чем начать внедрять в обучение темы гендерного равенства, феминизма и так далее, вы должны сперва сами погрузиться в тему и как педагог адаптировать это, и согласовав с администрацией учреждения, уже начинать, да, это обучение. А если будут какие-то препятствия в смысле бюрократии, требований, стандартов и так далее, конечно, я думаю, я и Эльвира Джалалбековна, мы готовы подключиться на системном уровне, менять и расширять возможности обучения. Айгуль Сакеева, она спрашивает, в курсе ли вы истории про мать-одиночку, на которую напали в ее доме мужчина, и сын-подросток защитил ее. Теперь сын обвиняет в причинении вреда другому человеку. Она говорит, в Америке, если незнакомец ворвутся в незнакомца в дом, ты можешь хоть убить, и закон будет на ее стороне. И она говорит, нам нужен такой же законопроект, что мы можем сделать, чтобы донести эту мысль до инициаторов законопроекта. Вы знаете, вообще до настоящего времени, из-за того, что у меня общественная позиция была помогать и консультировать, мой телефон и мой аккаунт в соцсетях, он очень у многих людей есть, да, и практически многие вопросы, которые возникают, меня успевают информировать общественность, тегая в соцсетях, да, и, конечно, это немножко нагрузка такая большая, но мы стараемся реагировать. По данному мальчику, по этому инциденту я, конечно, в курсе с первых дней. Мы уже просто, я прошу подписаться, да, и на нашей страничке тоже, чтобы вы получали фидбэк, что мы делаем. По мальчику, который порезал мужчину в нетрезвом состоянии, который пытался проникнуть в их дом, от моего имени ушло требование, да, к министру внутренних дел, в прокуратуру, так как были нарушены права ребенка. У нас есть конституционные гарантии защиты прав ребенка, у нас есть уголовно-процессуальный кодекс, и самое главное, у нас есть пекинские правила, это правила в отношении рассмотрения меры пресечения или правонарушений, где проходит ребенок, да, а 16 лет это все равно несовершеннолетний, это все равно ребенок. И они, к сожалению, не были учтены судом, не были учтены милиционерами и не были учтены прокуратурой. И поэтому сейчас уже больше недели, как я поставила требование в срочном порядке пересмотреть санкцию ребенка, потому что пока ребенок закрыт, его, к сожалению, перевели в Вознесеновку вот 25 числа, и апелляция по санкции будет 1 июня. Там нарушены права ребенка, арест должен был применяться как крайняя мера, если ребенок характеризуется как рецидивист, да, неоднократно ранее совершал какие-то правонарушения. Этот ребенок не нарушал, да, ранее, не состоял на учете. Это была попытка защитить мать, но
как бы самому действию милиция еще даст правовую оценку, но по факту сейчас его закрывать нельзя было. Да? Буквально вчера, учитывая, что в соцсетях это очень активно обсуждается, в прокуратуру вот в МВД мы отправили, и я еще отправила вот в пятницу требования в Бишкекский городской суд, они будут рассматривать апелляцию по санкции, и в Верховный суд, что председатель суда сам должен был рассматривать дело в отношении несовершеннолетнего. В Ленинском районном суде даже судья, к сожалению, нарушил это требование и не рассмотрели дело в интересах ребенка. Да? Вот. Поэтому этот вопрос на контроле. И вчера буквально из-за того, что в соцсетях все там сидят, обсуждают и говорят, ой, я буду защищать там и так далее, там очень много было дискуссий, и многие сказали, мы будем защищать ребенка, но я начала потом выяснять в итоге, кто защищает, чтобы посмотреть, почему адвокат, те требования, которые сейчас я ставлю перед судом, прокуратурой и милицией, почему адвокат и был ли адвокат при задержании, почему адвокат этот вопрос не поставил. Оказалось, что очень много кто сказал я, но по факту адвокат еще не был закреплен. А та адвокат, женщина, к сожалению, которая была на допросе ребенка при задержании, она подписала документы, и, к сожалению, я боюсь, что это была женщина, но она была дежурным адвокатом, которая, не глядя, подписала и, в принципе, не защищала интересы ребенка. Да? Мы будем по этому поводу тоже разбираться, проверять и ставить вопрос дисциплинарной и моральной ответственности адвокатки, как мы любим, да, вот сейчас говорить. Поэтому этот вопрос под контролем. И вчера из-за того, что стало ясно, что у ребенка нет квалифицированного адвоката, который специализируется на вопросах детей, у нас тоже, да, у юристов мы все и вся, конечно, как бы в общем проходим, но должна быть специализация. Мы нашли я вышла на министра юстиции, и мы вместе поехали в дом к этой женщине. На месте мы поговорили с ней, подтвердили, что так и адвоката конкретного нету. Ей помогает сосед-адвокат, и закрепили адвоката женщину, которая специализируется по вопросам защиты детей. Министр держит на контроле, а мы, естественно, это все мониторим, да, и будем также, мамочка предупреждена, да, что если адвокат вдруг обратно будет какие-то нарушения со стороны адвоката, чтобы они нас информировали, и мы будем принимать меры. То есть мы от начала до конца этот процесс ведем, будем вести, и вот по случаю в Сузаки с девочкой тоже изначально мы подключились, требуем защитить права девочки. Я уже сказала, да, Эльвира Джалалбековна, я вас тоже обращаю ваше внимание. К сожалению, учительница, это оказалось не первый инцидент, учительница нанесла такие побои ребенку, что у нее диагностирован сотрясение мозга и куча ушибов даже на ногах, и девочка на самом деле не в очень хорошем состоянии. И сейчас информацию так перевернули, что девочка якобы «ай ты что», поэтому заслужила. Никогда ребенок не заслуживает насилия, да, тем более со стороны учителя. И сейчас, получается, со стороны госорганов пока только я одна остаюсь в защите интересов ребенка, потому что учительницу восстановили на работе. Она сама написала заявление об увольнении. Никогда ребенок не может, то есть, понимаете, источником опасности для нашего ребенка не может быть школа, да, не может быть учитель. И государство не может защищать такого учителя, когда мы оставляем своих детей и поручаем уже школе обеспечить их безопасность, воспитание, учебный процесс. А тут вот все перевернули. На самом деле, вот что с 16-летним мальчиком, что с 14-летней девочкой в Сузаки, получается, ребенок сам виноват в том, что происходит правонарушение. И мы пришли к ситуации, когда наши дети сами себя пытаются защитить своих матерей, да, и пытаются защитить свою честь и достоинство, и государство еще их обвиняет в том, что они такие плохие, да. Поэтому вот, пожалуйста, да, подписывайтесь на наши странички, тегайте, да, физически я вас прошу, да, вот Эльвира Джалалбековна тоже подтвердит, иногда сложно выдерживать этот ритм, мы стараемся реагировать на каждый кейс, стараемся отвечать, но очень многие, знаете, вот бывает так, в выходной мне звонят и говорят, а вот там у меня корову украли, я подал в суд, но что-то движения нет. Как вы думаете, что мне делать? То есть необходимо смотреть, да, актуальность. У нас тоже есть право отдыха, и без отдыха мы сгорим, сломаемся. От того, что мы сгорим и сломаемся, никому пользы не будет. И мы тоже хотим проводить время со своими детьми, да? Поэтому я прошу вот немножко тоже с пониманием относиться, что в выходные дни, если идет нарушение здесь и сейчас, на которое надо реагировать, то да, конечно, мы открыты. В остальных случаях мы будем реагировать по мере поступления заявления в рабочее время, в рабочие дни, да? Потому что некоторые бывают так вот, почему ты не реагируешь, да, сразу такая агрессия.
хотите, не хотите, я вот сейчас обществу тоже говорю, и мы будем информационную кампанию вести, но мы должны понимать, да, это не прихоть. Я вот вдруг надумалась, я обращусь там за консультацией, а это должно быть, мы когда требуем соблюдения наших прав, мы должны уважать и права другого человека, да. Поэтому, пожалуйста, помогайте и нам пропагандировать правосознание, правовое общество, что есть не только права, но и есть обязанности, и уважать наши права, да, права других людей. И тогда мы можем создать равноправное, развитое общество. Спасибо. Спасибо большое троим. У нас вот следующий вопрос к вам же, ну, очень быстро, у нас времени остается очень мало. Скажите, пожалуйста, вот сейчас сколько дел, заявлений находится на рассмотрении вот именно по правам женщин в аппарате ОКЧ? По правам женщин, смотрите, да, к сожалению, по правам именно женщин редко обращались к омбудсману, да, Кыргызстана. Почему? Потому что, возможно, из-за того, что до этого времени были мужчины, да, до меня было 5 мужчин-омбудсманов. И, к сожалению, вот сейчас у нас идет перестановка кадровая внутри института. Во многих местах, в регионах, к сожалению, в наших региональных представительствах в большинстве работают мужчины. Понимаете? И вот у женщин у нас все равно, да, вот страх обратиться к мужчине по нашим женским нарушениям прав женщины, да, и к омбудсману до настоящего времени очень редко обращались женщины, а если обращались, то это больше в интересах детей, это больше вопросы алиментов, получения паспорта, получения документов и выезд за пределы государства, потому что бывшие супруги, к сожалению, препятствуют женщинам там, и так далее, да, вот эти вопросы, по этим вопросам есть. И сейчас у нас, конечно, больше жалоб, и мы сами инициируем, мониторя соцсети и средства массовой информации, мы сами инициируем расследование нарушения прав и защиту, вот как с этим мальчиком 16-летним и девочкой Сузаки, это на самом деле мы сами берем в новостях и связываемся с родственниками и вступаем, да, скажем так, в защиту. Поэтому сейчас у нас больше жалоб в отношении нарушения прав детей. А в отношении нарушения прав женщин их мало, практически можно сказать, там несколько, там десятка, не больше. Но мы сейчас, я надеюсь, что изменения в аппарате, изменения в подходе работы омбудсмана приведут к тому, что женщины не будут бояться, будут говорить, будут обращаться, и вместе будем защищать интересы и права женщин и детей. Спасибо большое троим за ваш ответ. Мы желаем вам удачи и продвижения вопросов прав женщин тоже в вашем аппарате. И следующий вопрос мы хотели бы задать Эльвире Аим. Скорее даже не вопрос, а мы просим вас буквально несколько слов мотивационных, возможно, сказать нашим участницам, которые планируют заниматься политикой. Во-первых, я, наверное, повторю то, что я говорю на каждой встрече с ребятами, на каждой встрече с молодыми, на каждой встрече с женщинами, на каждой встрече вообще с активистками и с активистами, парнями, девушками. Лидерами не рождаются. Вот это вот правило, которое я бы хотела, чтобы каждый, вот кто сейчас меня слышит, да, кто хочет какой-то, ну, планирует для себя какую-то политическую вообще карьеру, да, лидерами не рождаются. Человек становится лидером в процессе каких-то изменений и достижений в своей жизни. Достижения они бывают разные, да, преодоление каких-то трудностей, сложностей, но самое тяжелое в этой жизни – это борьба со своими собственными, я бы сказала так, минусами, наверное, да. Нам иногда просто лень что-то сделать. Если бы 20 лет назад мне бы сказали, что будет интернет, через который можно получать образование, что можно онлайн проводить тренинги, учиться. И когда я поступила в университет, это был 95-й далекий год, нас тогда появился интернет, и нас обучали онлайн. Нас обучали, такой толстая такая книжка была, www.internet, что такое-то, название книги. То есть у вас замечательные возможности, есть всевозможные курсы. Пожалуйста, обучайтесь. Даже вот все, кто сегодня участвует в тренингах, вот вы увидите, услышите, наверное, друг друга, обменяйтесь данными, пожалуйста, пересекайтесь, встречайтесь. Вот этот connection пресловутый на Западе, да, он обязательно нужен. И особенно женщинам. Я вот хочу сказать, что вот эти последние выборы, через которые я прошла,
У нас скептически относятся к женской дружбе, говорят, что женщин не поддерживают. Так вот, да, я единственная женщина, которая прошла на сегодняшний день по одномандатному округу, но когда мы такой вот чекап для себя сделали, кто за меня голосовал, за меня проголосовало больше женщин. То есть это говорит о том, что женская солидарность, она есть, но для того, чтобы лидер, которого избрали, нужно, чтобы этот лидер верил в себя. Это очень важно. Я прошу каждого из вас, вот, кто сейчас меня слышит, девочки, девушки, мальчики, да, вот активисты, кто планирует какую-то карьеру, да, пожалуйста, проснитесь, посмотрите утром в зеркало и скажите себе: я могу. Абсолютно нет невозможных вещей. Я понимаю, что звучит, наверное, очень странно. У меня в 2005 году, 10 июня, убили папу. И весь мой мир поделился такой иконой. И на тот момент я думала, может быть, как-то воспринимала мир по-другому, но я поняла, что вот есть и девочки, те, кто как бы есть набожные, да, кто верит, да, на тот свет мы все уходим, в принципе, с тем, с чем есть. Спустя 17 лет, я вот после смерти моего отца, я понимаю, да, очень важно, чтобы мы сами себя мотивировали, сами в себя верили. Я вас просто желаю понимать, что никто не приходит на этот свет абсолютно прирожденным лидером. У всех есть минусы и плюсы, но только вы сами решаете, какую профессию вам выбрать, что вам одевать утром, как вам беседовать, кому как отвечать. Да, воспитание и интеллигентность никто не отменял. Но верить, прежде всего, вы должны в себя. Человек, который в себя верит, он считается как бы сильным духом человеком, и он в других людях будет видеть, ну, как минимум, хорошее, да. То, что все люди, которые нам в жизни встречаются, они нас чему-то учат, не надо из-за этого расстраиваться. Это говорит вам тот человек, который сама очень эмоциональна, и я, как говорится, учусь на своих ошибках. Вот. И еще раз большое спасибо за приглашение. Я всегда рада услышать и как бы выступить для аудитории ну, разного масштаба, да, разного калибра, но в первую очередь для того, чтобы сказать, все, что в этой жизни происходит, вопрос лишь ответственности. За что вы готовы брать ответственность? Я, приходя в политику, взяла ответственность за свое, так сказать, за тех людей, которые живут в моей стране. Это очень тяжело. А ты, Раим, взяла ответственность за вот нарушения, за права, за возможности, да, ей очень тяжело. И она правильно говорит, что, да, мы не железные, да, но каждое утро, я думаю, вот женщины-лидеры, они просыпаются и говорят, ну, не получилось, идем дальше. Тяжелее человек, который несколько раз спотыкается, самое тяжелое — встать, отряхнуться и пойти дальше. Я вам желаю всегда находить в себе силы, верить в себя, и несмотря на какие-то ошибки, минусы, вставать и идти дальше. Берегите себя. Спасибо. Спасибо большое, Эльвира Раим. У нас в чате Гульджан Ишбаева выражает благодарность, что, несмотря на выходной день, наши спикерки подключились на наш форум. Вы есть отличный пример, что женщина может все. Удачи вам, любим и уважаем. Такой вот комментарий был от Гульджан Ишбаева. Спасибо вам, Гульджан. Ну, а нам, к сожалению, нужно будет завершать наш блог. Мы тоже хотим от лица организаторов поблагодарить наших спикеров, что подключились к нам, и поблагодарить вас за то, что вы всегда стоите на страже защиты прав не только женщин, но и человека. И поэтому вам желаем неиссякаемой энергии, самое главное — здоровья. Берегите себя. До свидания. Спасибо большое. На протяжении 2 дней мы с вами обсудили самые разные темы, и медиа, и бизнес, и политика. Мы поговорили с интересными спикерками, которые поделились своим опытом, ресурсами, которые вы получили в общем чате. Пожалуйста, сохраните себе его где-нибудь и при необходимости переходите по ним, получайте новые знания, открывайте для себя новое, реализуйте свои мечты. И за 2 дня мы, конечно же, испытали полный спектр чувств, от страха и злости до воодушевления и душевного подъема. И мы надеемся, что вы получили определенную энергию, силу и смелость совершать ваши идеи, реализовывать ваши идеи. И мы очень надеемся, что главная цель нашего форума — это разрушить стереотипы, что
в отношении тезиса «быть как девчонка» — это не то, что мы представляет наше общество, да, а это на самом деле про силу, смелость и крутость. IDEA Центральная Азия вместе с партнерскими организациями будет продолжать свою работу во всех странах Центральной Азии по продвижению прав и свобод женщин и повышать видимость женщин в обществе. Планируется ряд интересных мероприятий, частью которых вы можете стать. Следите за новостями о предстоящих мероприятиях на странице IDEA в Фейсбуке и в Инстаграм. И команда отправит вам в чат сейчас ссылки на все существующие аккаунты, где вы можете получать актуальную информацию о предстоящих проектах, программах, где вы можете тоже принимать участие и повышать свой потенциал. А победительницам мы рекомендуем связаться с организаторами через Инстаграм. Скажем так, передача призов будет носить заявительный характер. Вы должны будете сами написать в Инстаграме нашим коллегам, и они с вами вам обязательно передадут ваши призы. Так, до начала форума в Инстаграме был объявлен конкурс, да, почему вы хотите участвовать в форуме. Результаты этого Инстаграм-конкурса IDEA Центральная Азия опубликует у себя в сторис в Инстаграме, поэтому сейчас как раз-таки есть повод всем обязательно подписаться на страницу IDEA в Инстаграм, и, возможно, именно вы окажетесь победителем этого конкурса. Итак, не хочется завершающие слова говорить, но, к сожалению, время подходит к концу, и мы хотим сказать, дорогие участницы, давайте поддерживать и помогать друг другу, следовать зову сердца, заниматься любимым делом и показывать, и доказывать, какие женщины крутые. Мы вам желаем неиссякаемой энергии, открытого неба над головой, любви, мира, добра и до скорой встречи на предстоящих мероприятиях IDEA Центральная Азия. С вами на связи была я, Гульмира Сингельдиева, и я была вот 2 дня модератором. Всем до свидания, хорошего вечера и много улыбок.